Я сегодня очень счастлива, что открылась очередная выставка Ольги Любимовой, моей дорогой любимой племянницы. Она оформила около 10 моих книг, и детские, и взрослые книги. Я ей очень-очень благодарна. Вот в моей новой книжке «Цвет любви» выходит стихотворение, посвященное Ольге Любимовой. Я хочу прочитать. «Я горжусь тобою, Оля, величава твоя доля. Ты художник и поэт, освещаешь белый свет. Рождена ты Чувашстаном, как царица ликом станом. Восхищается весь мир, создаешь духовный пир. Правят божества тобою, служишь небу всей судьбою. Все творения твои — свет божественной любви. Не нарадуюсь тобою, за тебя готова к бою. У тебя стальная воля, всех успехов тебе, Оля. Оля, 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 величава твоя доля, у тебя стальная воля, со щитом всегда будь, Оля. Паянебе каламажук саунышлы, телейлі дуядып хама, мөржіндезін, манын юратна емагын, Альбина юраду поэтессан, юратна хере, Ольга Любимова, хаенчеретле, куравне учре, Константин Иванов, я тебе хизеплензе дорога, литература музейінде баяны бир. Ольга нумайран багынде, мана пиде, пызык пулужу барать, манын тежетке яғын кенегене бол, хайын теленмеле хайнеевер үгерзі кезембе буянлатыры, хышпіргіне кеземак маналыра, шаврынулы юраду, Чувашия любимая моя, тавах сирят тиадне, ак халық патне жетмей ғалі, шенегенеге, Ильза Духрым, шене выход издательстворан, голубые облака, чавашла варианте халь, бюджетке нет. Кына педембе Ольга Югерде, биде-биде, она тал, саламладып, шак, уяв я тебе малашнеде, хамыр чаваш шыржывенде, мускаврада, тада Турциреде, мыттежер живзенжеде, хайын гуравзене иртердер, чаваш халыген, чапне, тенжибешікледер, ырлықтазывлығына, чундан жерере, юратса, унумендебе пужу мадаядып. Ольга как-то получила в подарок мою книгу, прочитала и сразу нарисовала по ним все картинки и показала мне, то есть некоторые сегодня здесь есть. Одно из которых стихотворение я сейчас прочитаю. «Птицы вольной стати, забудь печали и обиды, и обретешь ты вновь все силы. Прощением волю осознаешь, по тону дух ты возвышаешь, где в мире дружбы и любви живут сознанием душевной теплоты. Когда друг друга понимают, то блок поставленный снимают, и мысль широкую рекою бежит, как ясный взор не скрою. На тонкой нити позвонка энергия чиста и поистине добротно велика, а зависть явная зараза, не стоит ею обладать. Будь проще, верь в себя и сможешь однажды птицей вольной стать». В Литературном музее открываем выставку графических работ Ольги Любимовой «Линия пера», в котором представлено произведения разных авторов, поэтов, писателей. Хочется отметить таких авторов, как Константин Иванов, Александр Артемьев, Геннадий Айги, Раиса Сарби, Альбина Любимова, Людмила Николаева, Зоя Савламби и многие другие авторы. Ольга Любимова родилась в творческой семье, и с детства она была знакома многими чувашскими поэтами и писателями. Ольга сама пишет стихи, и на нашей выставке представлены ее книги с иллюстрациями. На выставке представлено более 30 работ. Выставка будет работать до конца лета.
Вообще Ольга Любимова очень интересный человек, многосторонний, многогранный, можно так сказать. Она не просто иллюстрирует тексты, а ее можно по праву назвать соавтором, потому что художник, он такой же равноправный автор книги. Потому что книга, вот как законченное произведение, ну, как законченный продукт, да, так скажем, вот, она цельная, и в ней все имеет значение, и текст, и визуальный ряд. А не будь вот иллюстраций таких, которые дополнительным смыслом обогащают, да, вот эту книгу, то, конечно, не будет такого цельного восприятия. Вот не случайно же каждый автор мечтает о том, чтобы был хороший иллюстратор к его текстам, потому что найти своего иллюстратора довольно сложно. А Ольге удается, в общем, очень разных авторов иллюстрировать из многих стран мира, на разных языках пишущих, в разных стилях и жанрах пишущих. И это говорит о том, что у Ольги очень богатый внутренний мир. Она настолько может подключиться к автору, понять его, прочувствовать и свой сделать вот такой вот неповторимый образ на основе вот этого текста. Вот я держу в руках две книжки самой Ольги. Вот она и сама автор текстов. И вот ее первая книжка, которая вышла в 2004 году, в руках несу я «Солнце» с ее текстами. И эту книгу помогла, насколько я знаю, Раиса Сарби ей сделать, вдохновила ее, так скажем. Вот. И еще одна книга 2009 года. Это, конечно, большое, великое счастье, что автор может сам проиллюстрировать себя. Но и большое счастье, конечно, для авторов, чьи книги проиллюстрировала Ольга, потому что работы очень философские у нее, очень такие глубокие, многоплановые, много смысла заложено в них. Вот. И, насколько я знаю, она вообще, Ольга, работает в разных жанрах. Она и живописец, она и график, она использует современные материалы, она не боится. Вот, и вот это качество меня привлекает в ней. Она очень смелый человек. Она берет и делает. Вот. И хочется пожелать ей, чтобы она дерзала и дальше. И мне кажется, что ей вообще все подвластно. Вот. И какие еще новые проекты у нее родятся. В общем, будем следить за ее творчеством и, конечно, всяческих успехов. Всем добрый день. Сегодня прекрасный, замечательный день, 9 июля. Я долго ждала этого события. Персональная выставка. Называется «Пред белым листом» называлась моя книга. А сегодня выставка называется «Линия пера». Очень хочу всех поблагодарить, особенно литературный музей, всех сотрудников, тех людей, которые мне помогли в этом увлекательном и интересном творческом деле в организации выставки, потому что это тоже особый творческий процесс, который делается даже не за один день. Большое спасибо. Настроение хорошее, отличное. Сегодня здесь представлено около 40 работ графических. Вот, все работы в черно-белом варианте. В основном все выполнены гелевой пастой. С первой моей персональной выставки работы были выполнены тушью и пером. Сейчас техника совершенствуется, и что будет дальше, неизвестно. Чем дальше будут работать художники, какие графические материалы будут, это покажет время. Сегодня я представляю многих поэтов, писателей, среди них умершие, живущие, очень много моих друзей. Вот. И в основном графические рисунки к стихотворениям и к моим личным произведениям. Сегодня присутствует очень интересный термин, так называется он, графолинизм. Его ввел очень замечательный наш друг семьи Александр Дмитриев. Он очень долгое время работал в Министерстве экологии. И когда как раз начинался мой творческий путь, он приходил к нам в гости и, посмотрев мои рисунки, совмещенные к стихам, к моим,
Кстати, очень хочется сказать большое спасибо моей тете Раисе Сарби, потому что именно она тогда вдохновила меня на создание моей первой книги «В руках несу я солнце». Вот. И дяде Саше очень понравились и стихи, и рисунки, и он совместил поэзию и линию пера. И ввел такой термин графолинизм. Очень такой поэтический термин. С детства очень увлекалась спортом и занималась плаванием. Но так вышло, что у меня пошла аллергия на хлорку. Вот. И когда мы уже переехали, в нашем доме открылась художественная школа. Моя подруга, она любила рисовать, была левшой, мы с ней сидели за одной партой. И у нее было желание пойти в художественную школу, и также у меня было желание. Сопутствовало это помимо того, что мне уже спортом можно было заниматься в ограниченном количестве, то, что с детства я всегда наблюдала работу своего дедушки, потому что он тоже был учителем рисования, так же, как и моя двоюродная сестра Илимби. Вот. Я всегда смотрела, восхищалась их работами, картинами и стремилась к чему-то прекрасному, хорошему, доброму. Когда поступила в художественную школу, процесс затянул, но как-то так вот получилось, сама атмосфера и творческая среда, в которой я воспитывалась, потому что с детства мы с мамой Альбиной Юраду, с моей тетей Раисой Сарби постоянно участвовали, и они приглашали меня на всякие мероприятия, творческие, литературные, поэтические, на выставки. Все это так на меня повлияло, что, возможно, какой-то еще генный опыт предков. Вот. И буквально, наверное, за 2-3 года вылился какой-то прогресс в мою первую персональную выставку графических работ, на которой было очень много известных художников, которым я благодарна, потому что они в книге отзывов оставили мне добрые пожелания, сопутствующие мне до сих пор в жизни. Вот, очень благодарю свою маму Альбину Юраду. Сейчас я ее вижу не так уже часто, так как вышла замуж, и у меня уже своя семья, но по ней я очень скучаю. Вот, и в этом году даже нарисовала ее портрет, не от скуки, а от томления сердца, скажем так. Вот, и плюс к этому портрету я написала стихотворение. Вот оно здесь тоже сегодня представлено на выставке. Дорогая, любимая мама, ты для меня как награда, блестишь у меня на груди в моей доброй памяти. Я люблю тебя, благодарю, каждое утро, как небо зарю, встречаю тебя в сердце своем, где с тобой вдвоем можем поделиться о главном, жизненном, трепетном, славном. По телефону и наяву, в стихах и рисунках тебя я хвалю. Благодарю, 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 безустанно молю, шепчу, говорю. Пусть у тебя будет все в жизни отлично, особенно на платформе личной. Ты заслуживаешь всех звезд на небосклоне, пред тобой я в земном и небесном поклоне. Из всех звезд ты для меня самая яркая звезда. Мы очень сильно и нежно любим с папой тебя. Свети, всех нас заряжай, своими шедеврами поражай, а также, как повелительница близких сердец, на сцене сама и других зажигай.